Военнослужащий армии России, капитан Трофимов. Сегодня он расскажет о войне в Украине, об отношении в России к ветеранам и поделится своими планами на будущее. Часть первая. Как самочувствуешь? Что вас беспокоит? Физически все нормально. Морально я просто не ожидал, что это может произойти все. Война войной, но то, что сейчас происходит, это ужас. Я не знал, что люди способны на такое. Что даже животные убивают, чтобы питаться, а тут просто... Женя, это ваши сослуживцы. Возможно, однокурсники, одноклассники. Это такие же, как вы. Только вам повезло чуть больше. Вы попали к нам. Ну вот как замполит. Давайте представимся. Копатель чужих душ. Когда они насилуют детей. Чего они думают? Не представляют своих детей на месте этих деток, этих женщин. Я в голове не мог себе подумать, что такие люди, которые спокойно в мирную жизнь ходили по улицам, по дорогам, на работу, а когда началось это, начали насиловать, превратились в извергов. Что вы на сегодняшний день думаете о своем руководстве, великой и могучей? Это руководство, оно хочет только захватить территорию, непонятно для каких целей. Люди для них песок. Все люди. Даже поняли бы вы это хотя бы 1,5 месяца назад. Это была бы совсем другая история. Какие планы на будущее, Женя? Я в плену. За меня решают. У меня какие могут быть планы? Ну, допустим, завтра мы вас отдаем вашей стороне. Я не хочу этого. Почему? Меня не ждут. Меня ждут только там жена, ребенок и мама. Меня больше никого нет. Почему? Вы же военнослужащий великой армии. Второй, по-моему, в мире. Неужели ваша армия не ценит своих людей? У нас нету такого. У нас песок люди. А какое у вас отношение, мне просто любопытно, к ветеранам? Ветеранам... Ну, чеченская у вас одна, вторая. Сирия. С Украиной вы с 14-го воюете. Есть ветераны, есть инвалиды. Какое к ним отношение? Это ветераны остались только в Великой Отечественной войне. Ветераны, которые участвовали в тех войнах, о которых вы говорите, являются просто... Они боевые дни себе в послужной список вносили, чтобы получить 3500 рублей каждый месяц пожизненно и иметь льготы. Вот и все. Настоящие ветераны были только когда защищали страну от фашистских захватчиков. Хорошо, смоделируем ситуацию, мы вас все-таки возвращаем. Какое будущее у вас там? Оно есть там вообще у вас? Я считаю, что нету, потому что там настолько все связано властью, органы Федеральной службы безопасности и подобные организации, они просто людей зомбируют, а те, кто выходит из этого, понимают что-то, они их теряют. Вот и все. Мы в прошлый раз с вами беседовали, вы рассказывали, как вы заходили через Сумскую область, Черниговская, по той стороне. Через Сумскую. Через Сумскую, потом вы в Черниговской области побывали. Там, где мы вас и встретили, да, наверное? Или не там? Это не важно, в принципе. Вы были свидетелем мародерства, убийства ваших коллег?
Убийства нет. Мародерство видел. Ну, как мародерство? Там уже был разграбленный магазин какой-то, туда зашли. Взяли какой-то порошок стиральный, еще что-то там. А зачем? И вышли. Извините, а зачем вам стиральный порошок? Я не знаю. Мне он не нужен был, я им сказал вообще оттуда уйти. И там неконтролируемая организация была. Что вам известно о женщинах Украины? Как вам? Отличается от ваших? Такие же женщины. Такие же женщины. Только они посылают своих детей в другие страны, в чужие государства, убивать, насиловать, мародерить. Они их рожают и воспитывают для того, чтобы защищать свою страну. Взращивать ее, развивать. Стремиться к чему-то более хорошему. А не идти убивать и насиловать. 5-летний ребенок, изнасилованный на глазах у матери. Да, Женя, да. У меня нет слов, чтобы близко сказать. А вы хотите вернуться к этим людям? Служить с ними снова? Нет, я не буду служить. У меня там только 3 человека близких есть. Моя мама, моя жена и мой ребенок. У вас есть ребенок, да? А у многих матерей уже нет. И матерей уже у многих нет. У вас это есть. Вы счастливый человек. У вас ваши 3 близкие, любимые женщины живут и находятся в относительной безопасности. Семью что, передадим? Да. Ваш звездный час. Жил. Я очень люблю тебя. Я не знал, что так произойдет, как сейчас происходит. Мне не укладывается в голове, как это могло вот так выйти. Я очень люблю Лерочку. Передай ей, пожалуйста. Пусть она меня простит. Потом она поймет, за что. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Что маме скажет, которая вас растила и воспитывала? И воспитала. Прости, пожалуйста, меня. Я тебя очень сильно люблю.